Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутии продолжается режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также противопожарный режим установлен на территории 17 муниципальных районов и в городе Якутске. О том, как в республике проходит сезонная борьба со стихией, сегодня мы поговорим с моим гостем, главным лесничим республики, заместителем министра экологии Якутии Андреем Коноплевым. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Традиционный вопрос, который вам каждое утро задают. Что у нас с лесопожарной обстановкой в республике на сегодня? Лесопожарная обстановка в республике сложная, но контролируемая. Ежедневно мы проводим брифинги, освещаем информацию СМИ о складывающейся лесопожарной обстановке. На утро огнеборцы работают по 42 лесным пожарам, которые на территории республики действуют. Отмечу, что 24 из них находятся в зоне контроля труднодоступной горной местности. Пожары были вызваны прохождением грозовых фронтов, соответственно, на удаленной территории. По этим пожарам мы меры не принимаем, потому что они недосягаемые для вертолетной техники, либо представляют опасность для личного состава при тушении. Это горная местность, склоны, поросшие кедровым сланником, что при тушении пожаров достаточно опасное дело. А так отмечаем, что сезон проходит неплохо. По количеству пожаров мы в 2 раза больше, чем в прошлом году, но при этом площадь у нас не намного отличается от прошлогодней. Это говорит о том, что оперативность тушения на высоте, то есть мы успеваем реагировать на пожары, пока они небольшой площади, и, соответственно, в первые сутки у нас порядка 90% успевают ребята обслужить и ликвидировать. Какие районы республики сейчас, не то чтобы в зоне риска находятся, но тем не менее? Мы статистику ведем, но статистика тоже такое неблагодарное дело, потому что сегодня один район, завтра другой. Я готовился, подбирал, то есть на сегодняшний день у нас в лидерах по количеству это около 27-28 пожаров. Это Жиганский район был, Нерюнгринский район и Усть-Майский район. Все районы осложнены пожары. Это и болотистая местность, и горная встречается. Достаточно сложно. Сегодня основной театр действий, он в заречной группе районов, как говорится, происходят пожары. Раньше у нас пожары были сосредоточены в основном в центральной части, когда прогрев был, все ощущали жару. То есть сейчас это все тепло, оно сдвинулось на восток. То есть теперь в этой зоне антициклона по высоких температур попал Амгинский район, Усть-Майский район и затронул там часть Тампонского района. И несмотря на то, что осадки здесь проходят, температура упала на сегодняшний день, там температуры высокие сохраняются, ветровая нагрузка. Но к концу недели мы ожидаем перелом погоды и в том месте, и, соответственно, количество пожаров однозначно уменьшится. И в прошлую пятницу, по-моему, над Заречьем там и работал самолет-зондировщик. Да, работал, но, к сожалению, перенос тех воздушных масс, которые были обработаны, они пошли не на восток, а на северо-восток. И, соответственно, те районы, где именно пожары происходили, они были в меньшей степени затронуты. Там по ряду пожаров осадки были, безусловно. Так, вы так интересно сказали, театр действий, тогда хочется спросить и про действующие лица. Сколько у нас сил, средств, техники, хватает ли? В рамках подготовки, конечно, благодаря дополнительному финансированию мы достаточно серьезно усилились. У нас на сегодняшний день почти 1400 бойцов наземной и авиационной службы. Сегодня на пожарах задействовано 581 человек. И когда открывали программу, сказали, что режим чрезвычайной ситуации введен. Я напомню, что в связи с введением новых критериев для ведения ЧС, то есть эти ЧС технические, это не связанные чрезвычайная ситуация с угрозой населенным пунктам, объектам экономики. То есть сейчас есть критерий задействования сил и средств. То есть если у меня в районе 50 человек, и если я 30 человек высадил на пожар, то это уже критерий для того, чтобы вести ЧС. То есть вести его для того, чтобы все силы были наготове в случае возникновения еще пожара, чтобы мы могли оперативно силы собрать как в районе, так и произвести маневрирование. А так в заречную группу, благодаря тому, что у нас в каждом авиаотделении произошло серьезное усиление, там более 120 человек были дополнительно набраны, мы в эту заречную группу провели
переброску сил, то есть и наземными силами, и самолетами, и вертолетами. Мы силы сосредоточили туда, и, соответственно, мы их нарастили. Теперь количество там, конечно, людей превышает, чем предусмотрено районом, поэтому критерии возникают. Более того, если два муниципальных района находятся в режиме ЧС муниципального уровня, это критерий для того, чтобы ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера, чем мы и воспользовались, потому что это на самом деле открывает работу со сводным планом, то есть мы можем дополнительно привлекать службу спасения, нашу противопожарную службу, МЧС, то есть в рамках взаимодействия. Я отмечу, что в ежедневном режиме работает постоянно действующий оперативный штаб республики по охране лесов, где мы каждый пожар разбираем, сколько сил надо, что там производится, откуда людей взять. Все это решается, все это двигается. И поэтому я считаю, что наш сезон проходит сегодня полностью контролируемый, без каких-то неожиданных сюрпризов. Мгм. По поводу, кстати, сил и средств. У нас же нет в этом году такой ситуации, чтобы мы привлекали специалистов, скажем, из Хабаровского края дополнительно или из Приморья. Да, ситуаций таких нет. То есть площади пока сил у нас обслуживать их хватает. Я отмечу, что в Сибири ситуация там сложнее. То есть в Красноярском крае, Томской области, там тоже режимы ЧС федерального характера. Туда задействованы практически вся группировка федерального резерва. Мы сейчас понимаем, что мы должны своими силами справляться, потому что если сейчас у нас ситуация усугубится, помочь нам быстро и оперативно вряд ли федеральные силы смогут. Соответственно, исходя из этого, мы уже пытаемся превентивно опережать шагами, да, своими, то есть смотрим, нужен ЧС, значит, смотрим критерии, вводим для того, чтобы подтянуть силы и средства. И я надеюсь, что мы сможем как бы ситуацию удержать на контроле. Есть же еще и система космического мониторинга. Насколько она эффективна? Ну, конечно, система работает давно. Последние годы она перетерпела модернизацию, то есть начала отвечать уже современным требованиям. Системой мы пользуемся тоже также в ежедневном режиме, фиксируем термоточки при помощи спутников, и уже на эти точки летчики-наблюдатели реагируют. Но у нас есть еще и авиационный мониторинг. Это, то есть у нас много пожаров, которые мы находим до того, как их спутник обнаружил. И это помогает нам как раз с оперативностью. То есть проще затушить пожар на 0,01 гектар, а спутник зачастую он фиксирует где-то от 5 гектар. То есть это уже достаточно серьезный пожар, и, соответственно, сил на него потребуется больше. Сейчас середина лета. Можно ли говорить, что пик пожароопасного сезона прошел или еще нет? Можно охарактеризовать, что у нас несколько пиков в сезоне. Да. Первый пик — это весенние пожары, связанные с человеческим фактором. Это обычно сжигание травы, сельхозпалы, которые переходят на землю лесного фонда. Мы его благополучно в этом году пережили. Вроде, то есть никаких всплесков особо не было, и погода тоже нам помогла. Сейчас, с июня по середину июля, всплеск другой. Это грозовая активность, которую вот та жара, которая стоит, да, то есть установилось какое-то поле прогретое, соответственно, по периметрам ее происходят вот эти процессы как раз образования грозовых фронтов. И обычно по периметру вот эти проблемы все с лесными пожарами грозовых разрядов, они отмечаются. Вот. Еще хотел бы добавить и определить, что у нас вот от грозовых разрядов, я отмечу, что у нас 320 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона зарегистрировано, из них 255 от грозовых разрядов. То есть это на сегодняшний день основная наша причина, основная проблема, но я думаю, что пик еще, возможно, не пройден по республике. Но мы видим, что снижение пошло, то есть сейчас 42 пожара, было больше 60 в обслуживании. Но по сравнению с тем, что было лет 5 назад, сейчас же не такой ущерб нанесен лесному фонду. Ну, конечно, мы об этом тоже говорим, что структура охраны лесов республики, она серьезно претерпела вообще системные изменения. Это в первую очередь развитие авиалесоохраны республики региональной. Это Якутлесресурс расширил свой парк техники, соответственно. У нас работают
постоянно более 34 камер видеонаблюдения по территории. И плюс, конечно, использование беспилотников как на тушении пожаров, так и при осуществлении наземного мониторинга и патрулирования. Ну и, наверное, еще сознательность граждан в какой-то степени. Ну, я думаю, что если постоянно об этом говорить, напоминать главам, что человеческий фактор тоже основная причина, и я думаю, что и граждане тоже видят, и все хотят лето провести на пляже без дыма и так далее. Ну, если вспомнить, мы последние, наверное, года 4 уже так не ощущаем такие задымленности, как было ранее. Мы пожары отодвинули от населенных пунктов, то есть мы рядом с населенными пунктами мы реагируем мгновенно. Есть пожары удаленные, да, там сложно их обслуживать, они там площади большие имеют, но они уже такое влияние на экологию и на человека, на повседневную жизнь уже такую не оказывают. Ну, это действительно так. В таком случае, что вы можете посоветовать нашим зрителям в случае задымления? Куда позвонить, обратиться? Ну, в случае задымления, я думаю, что мы памятки через средства массовой информации, через брифинги мы показываем, как вести себя при задымленности, что надо закрывать окна, нужно носить маски и так далее. Надеюсь, что такая ситуация не будет происходить. А с учетом того, что особый противопожарный режим на территории республики введен, я бы посоветовал гражданам воздержаться от посещения лесов, чтобы не становиться причиной лесных пожаров. Есть места массового отдыха людей, пляжи, пожалуйста, там отдыхайте. Есть базы, где оборудованы специальные места, и арендаторы, они тоже обеспечивают именно пожарную безопасность на участках. Там можно отдыхать. Но выходить в лес на пикники я бы сейчас не советовал, потому что очень прогрето все, класс пожарной опасности высокий. У нас почти месяц был 4-5 класс. Это очень опасно. Ну что ж, Андрей Николаевич, большое спасибо, что нашли для нас время, разъяснили такую важную, интересную информацию. Будем следить за вашей работой, а вы уж тогда следите за тем, что происходит у нас в республике. Приходите к нам еще. Спасибо, обязательно. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.